Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия». Здравствуйте, на календаре среда, 9 ноября. В студии Екатерина Данилова. В Чувашии снижается число заражений вирусом COVID-19. За последние сутки выявлено всего 4 новых случая. Хотя еще в прошлый понедельник заболевших было 39. Несмотря на это, врачи продолжают настаивать. Вакцинация – самый действенный способ защитить себя от вируса. К тому же у жителей республики появился новый способ защиты организма. Какой? Сейчас расскажем. Вместо привычного укола сделать прививку от коронавируса теперь можно интраназальным способом. Уже знакомая многим вакцина «Спутник» вводится через нос. Особой подготовки для этой процедуры не нужно. Главное, чтобы в течение 2 последних недель не было температуры и обострения хронических инфекций. После вдыхания спрея может быть небольшое недомогание, заложенность носа, предупреждают врачи. Эти симптомы как раз говорят о формировании иммунитета. Назальная вакцина – это тот же «Спутник», поэтому через 3 недели необходимо ввести второй компонент. К другим темам. В Центре одаренных детей ЭДКЕР завершилась 2-я смена интенсивной профильной программы «Страна Финансия». Итоговыми работами ребят стали уникальные бизнес-проекты. Их оценил министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков. Например, ученица 8 класса одной из столичных школ придумала планшет со специальным программным обеспечением, который заменил бы большое количество учебников в школе. А на этом стенде ребята представили свою эко-разработку – шампуни и гели для душа на основе натуральных ингредиентов – луговых трав, ромашки, одуванчика, крапивы и мяты. Составы аромашев полностью безопасны для человека и окружающей среды. Какие еще бизнес-проекты продемонстрировали ребята министру и какими полезными советами он, в свою очередь, поделился со школьниками? Об этом мы расскажем сегодня в наших информационных выпусках. По следам строителей Сурского оборонительного рубежа. Квест под таким названием пройдет в эту пятницу в оздоровительном лагере «Сосничок» Шумерлинского муниципального округа. Игру смогут пройти школьники от 14 до 17 лет. Кстати, команду из 5 человек, 1 руководителя и 4 обучающихся предварительно нужно зарегистрировать. Сделать это очень просто. До 10 ноября отправить заявку на электронную почту центр avangard21@rchuv.ru. После завершения квеста всех желающих ждет экскурсия в музей под открытым небом «Сурский оборонительный рубеж». В Чебоксарах после реставрации открылся отдел русского и зарубежного искусства Чувашского государственного художественного музея. Напомню, он располагается в одном из самых красивых зданий столицы – особняке Федора Ефремова на улице Константина Иванова. Чебоксарская Третьяковка, так жители столицы ласково называют филиал художественного музея. Интересный факт. Здание признано объектом культурного наследия, поэтому и к ремонту подошли очень бережно. Работы растянулись на целых 4 года. Строители привели в порядок фасад, крышу, внутреннее убранство, отреставрировали старый паркет, деревянные двери, обновили и сами экспонаты. Почти все картины у нас переоделись в новые рамы. К слову, в коллекции галереи хранятся ценные экспонаты живописи, уникальные старинные иконы, знаменитые подлинные картины великих художников – Левитана, Куинджи, Сурикова, Репина. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».